В этот же день в Амманде состоялась встреча с министром культуры Аделем Твейси, где было принято решение об обмене культурными и студенческими организациями. Иорданский министр заявил, что его страна готова выделить несколько стипендий в государственных университетах страны студентам из Ингушетии, которые изъявят желание получить образование в Иордании. Традиционно приветствую вас в Иорданском хашемитском королевстве и уже более конкретно в своем Министерстве культуры. احنا طبعا نحن في الأردن تربطنا بجمهورية روسيا حقيقة علاقات أقوى من العلاقات الرسمية، وهي علاقات تتعلق بالتاريخ المشترك، بالتراث المشترك وبالدين المشترك. Знаете, что отношения наши с Российской Федерацией выходят далеко за рамки официально. Нас связывает единство наследия, общественных связей, религии. وعندما نتحدث حقيقة عن العلاقات والجانب المادي. Говоря о культурном взаимодействии, мы как бы идем по двум направлениям: по духовному и по материальному. طبعا في الجانب الروحي بالتأكيد هناك كثير من القواسم المشتركة مع الشعب الإنغوشي ومع يعني جميع من الناحية الدينية من الناحية В духовной сфере, как вы понимаете, у нас очень тесные взаимоотношения с ингушским конкретно даже народом, и в национальном плане, и в религиозном. ونحن نتطلع إلى توضع هذه العلاقات في إطارها الرسمي بحيث نعمل على تنظيمها وفي سبيل دعمها إن شاء الله. Нас радует, что эти отношения мы можем теперь укладывать в некое официальное русло, которое позволит нам и далее их укреплять. Есть какие-то географические расстояния, они для нас не главные. Наше главное состояние – это состояние души и состояние тех отношений, которые наши руководители двух стран заложили и поддерживают все. Я знаю, что семья короля очень много сделала для Иордании. Я знаю, что есть общение людей, и дороже этого ничего нет. فالعلاقة الشخصية القريبة بين الرئيس بوتين والعائلة الملكية وصاحب الجلالة الملك. Мы знаем, что Иордания у нас в России, мы это подчеркиваем, очень крепкая, очень дружная, очень самобытная, очень доброе согласие, мир, где есть маслат, где есть иман, где есть баракат. Все это Иордания. И Ингушетия, один из регионов России, имеет тоже очень добрые традиции. И вы знаете, что у нас здесь представители северо-кавказской диаспоры очень большие в Иордании. И мы гордимся тем, что у нас есть общение и есть возможность общаться. فهذا الجسر بيننا وإمكانية تعميق العلاقة وتقوية فرص التعامل بين الناس. Ингушетия – это страна народов, страна гор и страна народов. احنا نقول انغوشيا بلد الجبال والشعوب. Это часть российской кавказской цивилизации. لأنه هي جزء من الحضارة الروسية القوقازية. Ингушетия – это уникальный живописный край и самое большое богатство его – это в людях. فمنطقة جميلة جدا. Культура для нас является приоритетным направлением. طبعا نحن نعطي اهتمام كبير للقطاع الثقافي في الجمهورية. Культура для нас это такое широкое понимание. Это не количество театров, не لأنه количество الثقافة بالنسبة لنا هذا ظاهرة، هذا عامل أوسع من عدد المسارح أو المتاحف. Самое
большое в культуре, конечно, это понимание и вот эта совокупность культурных констант, которые есть. Понимание того, что мы еще раз многоконфессиональный, я подчеркиваю это, многонациональный народ. И нашу культуру сегодня мы представляем и на Ближнем Востоке, и в Европе. Наши многие коллективы участвовали в международных смотрах, фестивалях фольклорных. И я думаю, что будет такая возможность пригласить и представителей творческих коллективов, и ваш в Ингушетию, ну и чтобы наш и государственный ансамбль, и государственный драматический театр, и оперная студия могли посетить Иорданию. فهذا اللي احنا نقدر نبعث الى У нас известные башни, самобытные, уникальные башни. Они до сих пор многие сохранились. Они стоят на учете и у ЮНЕСКО. فهذا التراث المعماري حتى مسجل في قائمة يونسكو للحفاظ عليه. Я считаю, что очень важно, это то, что оставили нам наши предки, та культура, которую вот мы вчера посетили, тоже отдельные уголки, живописные уголки Иордании. Это то, что нам оставили наши предки. Сегодняшнее общение и то, что мы сегодня делаем в культуре, это продолжение тех духовных и материальных памятников, которые мы сегодня оставляем тем, кто сегодня живет, и те, кто будет после нас. Я хочу в порядке обмена людей с той диаспорой, которая проживает здесь, выходцы из Северного Кавказа, или примут какое-то другое решение. У нас есть университет, у нас есть другие учебные заведения. Мы можем пригласить их с тем, чтобы в качестве обмена они у нас получили образование. جدا مسؤولين بهذه الزيارة مرة أخرى ونرجو أن تكون فاتحة خير في سبيل يعني تدعيم العلاقات الثقافية والتعليمية. Я еще раз хочу выразить нашу радость в связи с тем, что вы совершаете нам свой визит, в том смысле, что это положит начало более активным, более тесным взаимоотношениям. Президент Зязиков подчеркнул, что для Иордании и Ингушетии открываются перспективы сотрудничества в области культуры и образования и пригласил министра культуры Иордании посетить Ингушетию. Ряд